Никто не помнит, когда и где произошла эта история. С таких слов автора начинается короткометражная кинокартина «Бача». Абхазское село, молодая семья Дика, Мая и их трактор «Бача». Живут бедно, зарезали последнего петуха. И теперь все надежды на то, что старый трактор найдет в себе силы вспахать поле. А еще на дождь. Да, в деревне Майи и Дико давно не идут дожди. У сельчан есть свои мистические объяснения этому. Молодую семью здесь обходят стороной. Режиссер и автор идеи Атана Агарба называет свою картину историей о возрождении. Вообще перед каждым показом есть все-таки волнение, потому что с каждым новым зрителем ты совершенно по-новому и по-разному смотришь фильм. Я каждый раз его смотрю, и мне всегда очень волнительно то, как дышит зал, то, как реагирует зал на то, что я показываю. Потому что все-таки это же кино, оно же очень личное, это же, сделано было с душой, поэтому каждый раз при каждом показе это волнительно, но особенно волнительно это показывать здесь, потому что все-таки российский зритель смотрит сквозь призму какого-то своего менталитета, это все равно не на уровне глаза, а здесь это на уровне глаз, потому что я рассказываю практически такая метафора для меня, возможно, даже больше об Абхазии, которую мне бы хотелось, чтобы застать ее какое-то возрождение, и поэтому я очень надеюсь на то, что зрители, смотрев это кино, поймет и считает тот самый уровень какой-то метафоричный, который я хотела передать этой истории. Желание возродить родное село, убежденность в правоте собственных действий, непоколебимая вера – вот о чем на самом деле говорят главные герои короткого метра Атаны Агарба. «Бача» снимали за 4 дня. В съемках приняли участие не только актеры. Главные роли исполнили Бинар Ова и Милана Ломия. Продюсерами картины выступили Роин Агарба и Александр Басария. Мы как снег на голову свалились людям, которые нас приютили, где у нас основное место съемки, вы сейчас увидите это в картине. Местные жители нас встречали очень хорошо, очень добродушно. Особо хотелось бы заметить, конечно, состав актерский, весь наш местный, абхазский, действительно фильм на абхазском языке. Особо себя проявили это наши доблестные МЧСовцы, которые днем и ночью стояли рядом с нами, имитировали нам дождь, потому что дождя мы боялись, не будет достаточно сильного в этом фильме, но в конце фильма, честно скажу вам, дождь пошел. И у нас по сценарию должна была быть молния в этот трактор, и мы боялись, что она действительно тоже будет, настолько мы Богу молились. И тем не менее фильм удался, мы его сняли. Потом долгий был процесс монтажа, постпродакшена. После этого картина у нас побывала в Индии, побывала в Великобритании, взяла там определенные призы, и сегодня она вернулась к себе домой. Любая мечта требует жертвы, так говорит о картине сама режиссер. К этому мнению присоединяемся и мы. Тонкая, сложная история, где место нашлось и смеху, и слезам. Жизненно и очень вероятно. Элеонора Гилаян, Рамо Камке, Абаза ТВ.